Здравствуйте, уважаемые земляки, соотечественники и сограждане нашей республики. Учитывая, что сегодняшний наш митинг посвящен проблемам свободы слова и гласности в Республике Башкортостан, достаточно вспомнить те периоды общественно-политического развития страны, при которых даже государственные деятели отмечались без свободы слова и гласности невозможно представить стабильное будущее нашей отчизны. Еще в конце 80-х годов генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев заявлял, что гласность в стране нужна нам как воздух, ибо без гласности захлебнется перестройка. Подобное высказывание государственного руководителя не потеряло свою актуальность и в настоящее время, то есть период восстановления гражданского общества и строительства правового государства в Российской Федерации. С переходом на рыночную экономику в начале 90-х годов 20 века в Российской Федерации изменилась общественно-политическая система. Россия с этого времени взяла курс на строительство демократического, правового, федеративного государства, курс который был закреплен в Конституции Российской Федерации. А демократические государства немыслимо наличие его основных признаков. Одним из основных признаков является свобода слова и гласность. Свобода слова в Республике Башкортостан нарушается. Российская Федерация эту свободу слова закрепила еще в Конституции Российской Федерации. Кроме этого, Россия еще является членом Совета Европы с 1996 года. И в 1998 году Россия ратифицировала Европейскую конвенцию об основных правах и свободах человека и гражданина, где одним из основных пунктов этой конвенции является свобода слова и гласности. Однако в реальности исполнительный власть в Российской Федерации нарушает не только эту конвенцию, но и Конституцию Российской Федерации. А до этого, еще в 90-х годах 20 века, каждый гражданин Республики Башкортостан ощущал эту свободу слова. И не только гражданин, но и средства массовой информации. Благодаря и гласности, и свободе слова в нашей республике многие национальные издания увеличили свои тиражи. В настоящее время свобода слова продолжает нарушаться. Еще 19 июля 2010 года, когда вступил на должность президента Рустам Закиевич Хамитов, он произнес клятву, что будет соблюдать Конституцию Республики Башкортостан и гарантировать основные права и свободы граждан. Однако дальнейшие события показали, что президент Рустам Закиевич Хамитов начал неоднократно нарушать Конституцию и республиканские законы. В настоящее время многие средства массовой информации ощущают эту цензуру и ощущает это также телеканал РЕН-ТВ Уфа. РЕН-ТВ Уфа, в отличие от некоторых таких телеканалов, как БСТ, более объективным освещает все политические события. Это канал вполне можно назвать общественным. Поэтому я выступаю от имени башкирских общественных организаций, заявляю, что мы не должны допустить закрытия этого телеканала, так как этот телеканал выражает интересы всего многонационального народа Республики Башкортостан. Заканчивая свое выступление, хочу заявить: да здравствует свобода слова и гласность Республики Башкортостан. Спасибо за внимание.